Адвокат Алексей Пряничников вышел после свидания и дал пространное, развернутое интервью журналистам двум, которые задавали ему довольно много вопросов, и всех интересовало состояние Александра. Алексей вышел с хорошим настроением, и было понятно почему, и чувствовалось, что потому что он только что общался с Сашей, они только что, как говорится, долго беседовали, обнимались, и он видел в глазах Александра, он видел по его лицу, так сказать, по его состоянию, что у Саши настроение хорошее, он шутит, и он очень благодарен всем, а сотни открыток пришло, сотни посылок. Он очень благодарен, он радуется всем, просит всех обнимать, ну вот так вот, скажем так, духовно, ментально обнимать, что ли, душевно, вот, как бы его душа рвется сказать спасибо всем, кто его поздравлял, кто ему написал, кто открытку послал или посылку. И Алексей Пряничев подчеркивал неоднократно, и Саша, так сказать, об этом говорил, что уважение со стороны персонала медицинского этой психиатрической лечебницы закрытого типа с интенсивным наблюдением, тюрьмы, короче, психиатрической, со стороны персонала к нему подчеркнуто уважительное и доброжелательное отношение. Вот вечером вчера я как бы это почувствовал, и я почувствовал, что мы вместе, все, кто переживает за его судьбу, сделали большое дело, сделали огромное дело. Я тоже хочу сказать всем спасибо. Мы добились уважительного отношения к Александру Габушеву. Там, в психиатрической тюрьме. Это своеобразная, духовная, наша победа. И что любопытно еще сказали Алексей Пряничников, сейчас то отделение почты, там в Новосибирске, оно теперь работает только на Александра Габушева. Единственная проблема, которая волнует Сашу, это то, что у нее не хватает конвертов с марками. Вот мы уже и ребят в Новосибирске, и все вроде, и все равно не хватает, ну потому что открыток очень много, и не все ему конверт с марками положили. А Саша задался целью, он об этом сказал, ответить всем ответить, это ему хочется это сделать, и он это делает. Тем, кому придет от него, вот вы имеете возможность напрямую общаться, просто напрямую теперь общаться с Александром Габушевым. И делайте это, пожалуйста, продолжайте. Александр Пряничев заметил, что решение о том, что дальше делать с пациентом, так сказать, с якутским пациентом, будут принимать, если говорить о врачах, то примерно 26 января следующего года, ну, после Нового года. У них будет комиссия врачебная, и им предстоит решить, что с ним делать, на какое лечение его переводить, амбулаторное или обратно вернуть в психоневрологический диспансер, ну и так далее. Понятно, что кто-то еще будет решать за врачей, но врачи будут решать в конце января. Очень хочется надеяться, что именно в конце января мы все вместе увидим, добьемся и увидим Сашу на свободе. Спасибо еще раз всем. В душе я радовался, что свидание прошло хорошо. Мы ждем, и есть уже предпосылки к тому, что связь будет восстановлена. Александр позвонит и сестре, и двоюродной сестре Каэлане. Они услышат его голос, и им, родным и близким, станет тоже сразу все понятно, что есть что, по одним только звукам голоса. И, конечно же, я постараюсь сообщить, если такой звонок будет, сообщить об этом оперативно. Будем ждать.